Добрый день, уважаемые коллеги. Я, Кудряшова Татьяна Валерьевна, заместитель директора школы номер 23 города Воркуты, школы-лидера нашей школьной команды. От имени педагогов Заполярья приветствую организаторов и участников сегодняшнего семинара. Рассматривая вопрос об эффективных моделях взаимодействия школ в проекте, остановлюсь на опыте нашей школы, которая приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 23 марта 2020 года была включена в список школ, участников проекта «Эффективная школа» как школа-лидер. Реализация данного проекта началась в апреле 2020 года. И сегодня в своем выступлении я остановлюсь на наших первых конкретных шагах и промежуточных результатах реализации данного проекта. Начальный этап проекта связан с проблемно ориентированным анализом, проведенным в школах-участниках. Самоаудит выявил проблемы, представленные на слайде. Например, проблемы социального характера. Большое количество детей имеет низкую мотивацию к обучению и, как следствие, низкий рост учебных и внеучебных достижений. Кадровая проблема, по нашему мнению, самая сложная. Учитель непосредственно взаимодействует с учащимися, и его компетентность влияет на ход учебного процесса. Эти и другие проблемы стали основой программы тьюторского сопровождения, рассчитанной на 2020-2021 учебный год. Исходя из выявленных проблем, нами была определена цель деятельности школы-лидера. Это повышение качества образования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем внедрения комплексной модели учительского роста и осуществления тьюторской поддержки команд педагогических работников данных школ. Школа 23 города Воркуты имеет опыт в создании школьного образовательного пространства для повышения качества образования путем рационального использования информационных, материально-технических и социально-педагогических ресурсов. Участие в проекте поставило перед нами более масштабную задачу – выстроить систему взаимодействия между школьными коллективами, интегрировать технологии, методики управления, обучения и воспитания, создать, другими словами, образовательную экосистему, в центре которой находятся учащиеся. Для того, чтобы обеспечить условия для эффективного освоения ими требуемого обмена компетенций, достижения личностных, предметных и метапредметных результатов и не связывать это со временем и местом их обучения, необходима совместная деятельность педагогов, которая поможет частично решить главную проблему – дефицит высококвалифицированных кадров. Работать в команде в едином русле с целью достижения максимального результата – это основная задача педагогического сообщества. Как для школ-участников, так и для нас, школы-лидера, работа в команде – это возможность повышения уровня профессионального мастерства учительского коллектива. Для нас важно создать условия для обмена опытом коллег. В соответствии с дорожной картой между школами-участниками и школой-лидером были заключены партнерские соглашения о сотрудничестве в рамках проекта по реализации мероприятий по повышению качества образования. Сформирована рабочая группа по реализации модели взаимодействия школ. Для педагогов-участников проекта определены педагоги-наставники, учителя с высшей и первой квалификационной категории, которые оказывают методическую помощь по подготовке и проведению учебных и внеучебных занятий. В июне 2020 года был проведен межсетевой методический семинар по теме «Функционирование внутренней системы оценки качества как необходимое условие повышения качества образования в школе» с целью анализа действующих систем диагностик, оценок и контроля состояния качества образования и выявления актуальных проблем, влияющих на качество образования в этих школах. И с 1 сентября 2020 года в школах-участниках началась апробация новой модели управления ВСОКа. В целях обеспечения повышения уровня профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров школы организовано проведение краткосрочного курса «Многогранность педагогической деятельности как условие эффективного обучения». Занятия проходят один раз в 2 недели в онлайн-режиме. Данный курс направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических работников в области современных педагогических технологий
в частности в области дистанционных образовательных технологий. Организовано взаимодействие школьных методических объединений. Первые совместные заседания ШМО были проведены в октябре. На заседаниях обсуждались вопросы, вынесенные на рассмотрение на 4-м муниципальном форуме педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». И на этих заседаниях были также проанализированы результаты ЕГЭ 2020 года, определены причины неуспешности учащихся и пути решения этих проблем. В ноябре 2020 года нами запланировано совместное заседание школьных методических объединений, на которых педагоги уже представят свой опыт по теме «Эффективные приемы работы с учащимися по повышению уровня предметных результатов». Для повышения профессиональной компетентности педагогов в области цифровизации образовательного процесса проведена педагогическая мастерская Google Документы как инструмент формирующего оценивания. В рамках мастерской представлены возможности использования Google сервисов в качестве инструментов оценивания. Мы уделяем много внимания технологиям и методикам формирующего оценивания, когда оценка, не отметка, ориентирована на выявление образовательных потребностей ученика и его пробелов в знаниях для того, чтобы максимально их удовлетворить и восполнить, а также по выявлению его достижений, чтобы создать ситуацию успеха для дальнейшего продвижения учащегося. Хочу отметить, что ряд педагогов уже апробировал данный инструмент оценивания учащихся, и надеемся, что к концу учебного года в качестве средства оценивания предметных и метапредметных результатов будут использовать Google сервисы не менее 50% педагогов. С целью повышения уровня предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся через развитие учебной мотивации для учащихся 9 класса организован курс психологической подготовки к ОГЭ. В плане такие же тренинги для учащихся 11 класса. Данный курс создает условия для психологической готовности государственной итоговой аттестации, способствует развитию памяти, внимания, самоорганизации и самоконтроля, снятию тревожности учащихся. Для учащихся 9 класса ведутся также онлайн-занятия по подготовке к ОГЭ по математике, а для учащихся 10-11 классов занятия по подготовке к ЕГЭ по химии, биологии и физике. Внеурочные занятия проходят один раз в неделю на платформах Мирополис и Zoom. Реализация удаленного обучения осуществляется 2 педагогами: учитель-предметник школы 23 и педагог-тьютор со стороны школы-участника проекта, в котором обучаются дети. Учитель-предметник разрабатывает урок и методические материалы к нему, а педагог-тьютор обеспечивает техническое сопровождение урока, организует пространство для работы, обеспечивает работу мультимедийного проектора и компьютера, распечатывает методические материалы и осуществляет их сбор по окончании урока, дальнейшее сканирование и отправку по электронной почте учителю-предметнику. При изучении химии, биологии и физики есть практическая часть, как мы знаем, которая заключается в проведении лабораторных работ. При удаленном обучении для проведения практических работ учителя подбирают видеофрагменты опытов. Для реализации удаленного обучения и самостоятельной работы учащихся применяются электронные образовательные ресурсы, такие как Российская электронная школа, Инфоурок и другие. Планируем во втором полугодии, что один раз в 2 недели учащиеся будут приезжать уже в нашу школу для посещения уроков погружения по изученным темам. Это позволит им скорректировать свои знания, получить ответы на возникающие сложные вопросы. Учащиеся школ участников проекта в октябре 2020 года приняли участие в межшкольном химическом турнире, который ежегодно проходит на базе нашей школы, школы 23. Данное мероприятие способствует профессиональному самоопределению учащихся, повышает уровень сформированности предметных, познавательных, регулятивных и коммуникативных умений учащихся. В целях нераспространения коронавирусной инфекции все мероприятия пока проводятся в дистанционном режиме на платформе Мирополис. Для того, чтобы педагоги, учащиеся школ участников проекта, овладели навыками работы в вебинарной комнате, нами в мае 2020 года был проведен вебинар возможности платформы Мирополис. Данная платформа позволяет оперативно организовывать встречи с коллегами, при необходимости назначать консультации
и индивидуальные или групповые занятия. Все материалы, успешные педагогические практики размещены в городском виртуальном методическом кабинете во вкладке «Проект «Эффективная школа». Повторюсь, в моем выступлении представлены первые шаги и промежуточные результаты реализации данного проекта. И нам еще предстоит большая работа, которая, надеемся, позволит достичь ожидаемых результатов. В заключение необходимо отметить, что сегодняшний день требует от школы мобильности и гибкости, большей адаптивности к меняющимся общественным процессам. Школе порой трудно самостоятельно решать какую-либо задачу или проблему, и поэтому возникает необходимость поиска единомышленников, помощников и партнеров. Наш проект создает условия для интеграции усилий школьных коллективов, выстраивания школьной экосистемы, в рамках которой школа будет эффективной. Это означает, что достижения будут стабильными и долгосрочными, а школа, сохраняя свою уникальность, будет нацелена на воспитание успешного и современного человека. Уважаемые коллеги, надеюсь, что представленный опыт нашей школы в реализации данного проекта будет для вас полезен. Желаю вам успешного завершения проекта и спасибо за внимание.